Здравствуйте! В эфире передачи «Будем вместе», и мы начинаем новый телесезон. Вас ждут встречи с новыми героями, интересные события и знакомства с детьми, которым нужна семья. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» третий год реализует социальный проект «Семейный ремонт», направленный на создание благоприятных условий детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дорогие детишки, сейчас мы вам будем дарить подарки от Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Так, вначале подарим... Так, самый маленький у нас кто? Гоша, да? Гоша. Вот, Гоша, смотри, что тут тебя ждет. Ну-ка, сам доставай. Ой. Доставай. С игрушкой же. Вот, давай. Это кто? Собачка где? Это Вот, а что там Гошенька еще где? есть? Давай. Многодетная семья Томских – участники проекта. Семья переехала в маленькую квартиру, требующую ремонта, после пожара, случившегося в их доме в 2015 году. Одинокой маме 5 детей было не под силу сделать ремонт самой. Я вот состою как многодетная, в многодетных групп у меня очень много, сайсарские, городские, 5 и более, вообще много групп. И вот в группе такая была рассылка, что вот кто многодетные, можем помочь вот добра такое сделать, добро людям, детям, чтобы ремонт сделать. И вот такую рассылку я прочитала и подумала, о, мы же как раз планировали, а я одна сейчас с 5 детьми и не смогу сама. Поэтому решила отправить, попытать. Пришла комиссия, фонд «Дети Саха-Азия» и с нашего сайсарской управы соцработник. Посмотрели дом, у нас дом, это весной было, там на улице. Они еле прошли, там вода полностью была. У нас вообще здесь холодно, вот в доме. Там дует, где двери нету, с кладовки там дует вообще. И полы страшные были, пол неровный полностью. И решили нам вот на линолеум постелить, теплый, самый хороший. Двери сделали, вот поставили, в Белмарте вот все закупались. И кладовку все пенополом утеплили и ДВП сделали, и линолеум сделали. Сейчас она как вообще не дует, ничего. Очень хорошо сделали. Фотообои сделали в детской комнате. Потолок покрасили, двери покрасили. И сейчас вообще как новенькая у нас комната детская. И вот самое хочу вот благодарность, парень Рустам был. Очень такой, ответственный тоже такой парень. Он быстро за один день, за несколько часов нам батареи поменял. У нас же старые вообще какие-то чугунные батареи были, они все заржавели, капали в местах. И сейчас у нас евробатареи стоят. И вот большое спасибо хотела бы это выразить. Домофон сервис, они как спонсорская помощь, очень классные такие. Двери поставил железные. Нам все понравилось. Мы обои клеили, помогали держать. Несмотря на трудности, у семьи Томских много энтузиазма и оптимизма. Дети воспитываются в любви и взаимопонимании. Надеемся, что сделанный в их доме ремонт улучшит и условия проживания, и общую семейную атмосферу. Для Ефремовых семейный ремонт стал не единственным счастливым событием в этом году. Нынче семья выросла еще на одного человека. Ремонт сами делали, да. Фонд «Дети Саха-Азии» нам предоставила возможность купить материалы за их счет. И вот делали сами ремонт своими руками. Это очень такая большая помощь для многодетной семьи. Очень благодарны им, фонду «Дети Саха-Азии», социальному управлению, Сайсарскому округу. Большую благодарность фонд «Дети Саха-Азия» выражает компании «Азбука». Ежегодно она поддерживает нуждающихся детей в рамках акции фонда «В школу с радостью», предоставляя необходимые школьные принадлежности. В этом проекте мы участвуем уже 3-й год. Первый раз мы начали сотрудничать в 2016 году. В наших магазинах были установлены короба, где каждый покупатель также мог оказать помощь нуждающимся. И покупая канцтовары своим детям, они также влаживали в короба детям из многодетных семей или кто попал в трудную ситуацию. В том году
Мы также поддержали проект «Ремонт». Была оказана помощь семье Федоровых. Нам выделили эту семью. В этом году также нескольким семьям была оказана помощь в виде канцтоваров. Хотим поблагодарить компанию «Азбука» за предоставленную помощь канцтоварами детям школьного возраста и всем, кто помогал. Продуваемые старые окна были большой проблемой в доме Ефремовых, но благодаря компании «Металлторг» она была решена. Компания не первый год является социальным партнером проекта «Семейный ремонт». Подарок от детского фонда «Дети Саха-Азия». Семья Мутаевых проживает в старом деревянном доме, требующем ремонта. Благодаря помощи фонда мечта детей о космической комнате осуществилась. Ремонт делала я сама, полностью и целиком. Никто мне не помогал, но я к ремонту привычный человек. Я всю жизнь по квартире сама его делаю. Ну, воспитание у меня такое. А с потолком единственное, это было впервые, потому что потолок мне давался не очень легко, но я все равно его добила. А далее помогал сын, когда до ремонта мы комнату освобождали, все подготавливали. Конечно, сын помогал, но ремонт сама делала я. Очень благодарна фонду «Дети Саха-Азии». Очень благодарна. Огромное им спасибо. Огромное материнское спасибо, что нам дали возможность отремонтировать нашу проблемную комнату, чему дети и я очень благодарны. Спасибо. Лаура, чем ты помогала маме в проведении ремонта? Потолки помогала делать. И с обоями тоже. Мне понравилось, как обои красивые, звезды и потолок. И красивый ремонт оказался. Ремонт детской комнаты благоприятно повлиял на состояние здоровья детей, и у мамы теперь появилась возможность устроиться на работу. Один из первых партнеров проекта «Семейный ремонт» – директор строительного рынка города Якутска Иван Иванович Данилов, который привлек к участию в проекте предпринимателей рынка. Наши предприниматели, в каком качестве они участвовали? Они выделили материалы для этого дома, для этой квартиры, для этой семьи. Если выделены материалы, то кто-то же должен делать. Наши подрядчики участвовали в этой акции. И поэтому такое комплексное решение пошло. И с одной стороны фонд, округ, бизнес, и, конечно же, строительный рынок, как участник этого процесса. Семья Ивановых в этом году также стала участницей проекта. Одинокая мама одна воспитывает детей и не имеет возможности сделать ремонт своими силами. Я мама 4 детей, у меня 3 дочерей и маленький сыночек. Нам ремонт делала строительная фирма Элис. Мы сами занимаемся благотворительностью, и мы ездили по фондам и искали семьи, которые нуждающиеся. Первая благотворительность мы делали, объездили семьи, 10 семей, поздравили и вручали самые необходимые продукты. А второе, тоже к фонд обратились, и нам сказали, что есть такая можем сделать ремонт. И мы откликнулись на это. В этой квартире мы сделали полный демонтаж потолков, обоев, пола, стелили линолеум, сделали одну комнату из гипсокартона, установили дверь, потолочные плинтуса и напольные плинтуса. И заклеили обои полностью. И потолок полностью тоже заклеили. Я очень рада, что тут так светло стало. Прям с детьми большее время проводим в этой комнате. Рисуем, играем вместе. Самое главное, что детям очень понравилось, и они очень рады
такой вот семейный ремонт, думаю, нужен каждой семье многодетной, малоимущей, да, чтобы дети чувствовали себя комфортнее. Мы благодарим магазин «Галерея света» за подаренные люстры, которые сейчас украшают комнаты наших героев. Проект «Семейный ремонт» успешно реализуется, меняя к лучшему жизнь людей. В Якутске, по данным Управления социальной защиты города, более 300 многодетных малоимущих семей, нуждающихся в помощи, и помощь им оказывают как государственные, так и общественные организации. Международный детский фонд «Дети Саха-Азии» и Управление социальной защиты города Якутска действуют на основании соглашения от 28 июля 2017 года. Для чего было подписано это соглашение? Для того, чтобы был серьезный официальный обмен информацией людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Проект «Семейный ремонт», организованный фондом «Дети Саха-Азия», он необходим для наших семей, он очень нужен для того, чтобы семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чувствовали, что общественность может поддержать их, может помочь, и дети росли в надежде. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Я люблю заниматься природой, по ней собирать разные цветы, плавать на ней. Моя мечта, я хочу, чтобы она осуществилась, закончить нормальную школу, получить аттестат, поступить в технический вуз. Серьезность и ответственность – важные качества, и они, безусловно, помогут Кириллу осуществить его мечты. Мальчику привиты трудовые навыки. Он с большим интересом занимается в столярной мастерской и уже освоил резьбу по дереву. Свои поделки Кирилл представляет на различных выставках детского прикладного творчества. Имеет немало дипломов. Это достигается благодаря большому старанию и трудолюбию мальчика. Кирилл – активный помощник воспитателей в детском доме. Он помогает даже в ремонтных работах, уверенно управляясь с различными инструментами. Доброжелательность и открытость – качество его характера, которые помогают наладить дружеские отношения с людьми. Мы очень надеемся, что для мальчика найдется добрая, любящая семья. В Республиканском банке данных на сегодняшний день 579 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И в наших силах помочь им. 25 октября во Дворце детского творчества города Якутска состоится благотворительный мюзикл «История, делающая мир добрее» по мотивам бродвейского мюзикла «Энни». Это постановка о нелегкой судьбе детей, оставшихся без родителей. Ее будет интересно посмотреть всей семье. Приобретя билет на мюзикл, вы поможете детям обрести семью, так как все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на создание видеопаспортов детей-сирот. Каждый ребенок должен расти в семье, окруженной любовью и заботой. Мы встретимся с вами через неделю. Всего доброго, до свидания.